Это новости в студии. Гульнара Жандагулова. Здравствуйте. Свои первые офицерские погоны из рук президента получили сегодня 12 лучших выпускников военных вузов. Этой традиции уже 14 лет. Она начинается с торжественной церемонии поднятия государственного флага. Сюжет готовится к эфиру. Мы вернемся к нему чуть позже. Депутаты Мажилиса возмутились тем, что зачастую чиновники докладывают о количестве построенных в селах школ, больниц и дорог, но умалчивают о состоянии других социальных объектов. Во время правчаса в Мажилисе парламентарии обратились к главе Миннацэкономики и Алибеку Куантырову. Его ведомство разработало систему региональных стандартов для населенных пунктов. При этом документ включает только количественные показатели, но нет информации о том, в каком состоянии находятся медучреждения, сети водоснабжения и другая важная сельская инфраструктура. Мажилисмены предложили разработать методику определения качественных показателей для населенных пунктов. Кроме того, создать информационную базу с точными открытыми данными об обеспеченности соцобъектов сельских жителей. Разрешить Высшей аудиторской палате проверять местные бюджеты предложили мажилисмены. Регионам уже передали отдельные целевые трансферты из республиканской казны, например, финансы на капремонт дорог и материальное снабжение медучреждений. Теперь деньги из местных бюджетов через трансферты общего характера планируют направлять и на другие соцобъекты. При этом, по мнению депутата Нуртая Сабельянова, акиматы и министерства должны отвечать за обоснованность предоставляемых расчетов. Парламентарий также поднял проблему затягивания сроков строительства школ и больниц в селах. Зачастую срывы происходят из-за долгой подготовки проектно-сметной документации. Поэтому госорганам было предложено разработать типовые проекты соцобъектов с учетом особенностей населенных пунктов. Более 16 миллионов тенге начислили так называемым мертвым душам в детско-юношеской спортивной школе Оркен в области Житесу. По версии следствия, 6 человек на протяжении 7 лет незаконно получали зарплату, хотя в спортшколе не работали. В хищении бюджетных денег организацию заподозрили сотрудники агентства по финмониторингу. Расследованием установлено, что работники КГУ в период с 2015 по 2022 годы путем начисления заработных плат 6 фиктивно зачисленным на работу лицам, фактически не осуществляющим трудовую деятельность, незаконно перечислили бюджетные средства в размере более 16 миллионов тенге. Досудебное расследование продолжается в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, и иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. После утечки ядохимикатов в Северо-Казахстанской области экологи проведут внеплановую проверку предприятий. Им предстоит установить ущерб, нанесенный окружающей среде, и выявить, допустило ли местное сельхозформирование ошибки при транспортировке и хранении аммиачной смеси. О том, что возле села Афанасьевка района Шалакына разлилось 180 тонн азотного удобрения, стало известно из социальных сетей. На месте, где произошло ЧП, уже пожелтели деревья и трава. Сельчане стали жаловаться на ухудшение самочувствия. Кроме того, жители опасаются за домашний скот. Предварительно ядохимикаты именно марки КАЗ-32, как в обращении пишут. Вот. Здесь необходимо подходить комплексно, то есть департамент экологии, именно лаборатория, да, не аккредитована в части ядохимикатов. Здесь необходимо будет привлекать сторонние, так скажем, организации, это и СЭС, и земельные инспекции и так далее. Таджикистан изучит опыт Казахстана по реинтеграции граждан, эвакуированных из Сирии и Ирака. Об этом заявили представители делегации соседней страны, которые прибыли в Астану. Таджикистан сравнительно недавно вернул из Сирии больше 100 своих граждан. Это женщины и дети. Напомню, в рамках спецоперации «Жусан» из зон террористической активности в Казахстан вернули более 600 граждан. Сегодня они обустраивают свой быт и адаптируются к повседневной жизни. Наше министерство, как координирующий орган, так и местные исполнительные органы оказывают всем возможную помощь возвращенным гражданам. Хочу сказать, что многие граждане сейчас уже приобщились к мирной жизни, работают, получают высшее образование, курсы прошли и так далее, и так далее. Так что они уже влились в наше общество.
В области Абай стартовала индустриальная пятилетка. В рамках комплексного плана развития ожидается активное строительство от административных до культурных учреждений. Среди них концертный зал на 300 мест. Его открытие приурочат к юбилею исторически важного учебного заведения, в котором учились видные общественные деятели. Об этом журналистам сообщили в ходе пресс-тура, организованного службой центральных коммуникаций по случаю годовщины образования области Абай. Стартовал пресс-тур с ТО «Казах-Астогрупп». Новый маслоэкстракционный завод стал гордостью региона. В сутки предприятие перерабатывает 1000 тонн семян подсолнечника. Сегодня здесь реализуется трехэтапный проект. Наш завод работает на экологически чистом виде топлива. Это лузга, гранулированная лузга, которая на сегодняшний день также может отправляться в европейские страны для получения тепловой энергии. То, что были поставлены цели и задачи и обязательства наши перед банком, на сегодня все выполнены. Завод работает стабильно. Продолжился пресс-тур посещением колледжа имени Мухтара Ауэзова, который в этом году отмечает свое 120-летие. Здесь учились известные в Казахстане общественные деятели, такие как Каныш Сатпаев, Алькей Маргулан и Жусупбек Аймаутов. Мы с большим волнением ожидаем строительства нового дворца культуры, где сможем проводить свои мероприятия. Ознакомились делегаты из Шульбинской ГЭС. Сейчас здесь реализуется пилотный проект, который позволит следить за состоянием ключевого оборудования и своевременно выявлять неисправности. Шульбинская ГЭС обеспечивает 25% всего электроэнергии Восточного Казахстана, включая Абайскую область. В данный момент в работе находятся 1 и 3 агрегаты, 2 и 4 находятся в резерве, 5 находится в капитальном ремонте. В ходе пресс-тура представители СМИ посетили и реабилитационный центр на 150 мест и клинику IV+. Их работа направлена на медреабилитацию и оказание целого спектра разнообразных медицинских услуг. Асем Утешева, Берег Жубалаевы, Хабар 24, Семей. В регионах продолжают чествовать победителей мирового чемпионата по боксу, прошедшего в Ташкенте. В Волокольском районе Нурбеку и Айбеку Оралбаю, а также Санжару Ташкенбаю подарили чистокровных скакунов. На торжественное мероприятие пригласили и начинающих спортсменов региона. Канат Ислам, Айдос Ербусынулы, Кайрат Ахметов, Нурбахат Теңізбаев, Санжар Ташкенбай, Нурмахан Тыналиев, Айбек и Нурбек Оралбай. Чемпионов международного уровня местная ребятня видела лишь только на телеэкранах или в соцсетях. Их победы на мировых спортивных аренах вдохновляют юное поколение казахстанцев к увлечению спортом. А встреча с ними – настоящий праздник. Это было моей мечтой встретиться с чемпионами, нашими чемпионами Казахстана. И оно сбылось. Было все отлично. Встретился, поговорил, сфоткался. Встретились с учащимися спорт-интерната в селе Лепсинск. Среди них очень много подающих надежд ребят, и это очень радует. Поделились своим личным опытом в подготовке к соревнованиям. Провели мастер-классы. Мы когда-то так же, как и они, мечтали быть чемпионами. Я уверен, что и среди этих ребят есть будущие триумфаторы. Главное, у них есть стремление к победам. Чествование чемпионов совпало с проведением чемпионата в честь почетного гражданина Алматинской области Кенеспека Успанова. На турнир съехались больше 40 команд. На разных спортивных площадках проходили командные состязания по футболу и волейболу. По словам организаторов, для конкурентоспособности в сферу образования и спорта необходимо вложение средств. Государство по сравнению со многими странами выделяет, кажется, много денег, но для спорта это очень мало. Во многих развитых странах мира там вообще не вкладывают. Я имею в виду государство. Там все за счет частного. Я думаю, соответственно, нужна какая-то системность. На государственном уровне приняты определенные законы, которые бы стимулировала, давала какие-то преференции для бизнеса. Состязания продлятся 2 дня. Абсолютные победители турнира получат солидные денежные призы. Гульнар Жантасова, Куаныш Тургенбаев, Хабар 24, область Житысу. И вернемся к главной теме выпуска. Свои первые офицерские погоны из рук президента получили сегодня 12 лучших выпускников военных вузов. Этой традиции уже 14 лет. Она начинается с торжественной церемонии поднятия государственного флага. Динара Жанбатырова продолжит. Синхронный марш, твердый шаг и уверенный взгляд. Участие в государственной церемонии поднятия флага еще для вчерашних детей большая ответственность. Без 5 минут спасатели, следователи, криминалисты и десантники, положа руку на сердце, обещают честно служить своей стране.
100-килограммовый стяг как символ объединения. Глава государства напоминает, именно с госсимволики начинается патриотизм. Во время больших праздников и знаковых спортивных побед в наших сердцах сильнее разгорается пламя любви к Родине, мы острее чувствуем гордость за свою страну. Почитание государственных символов является ярким показателем высокой гражданственности и подлинного патриотизма. Флаг, герб, гимн – это слава нашего государства и честь нашего народа. Они дают нам силу твердо идти вперед и добиваться высоких целей. Твердо намерен добиваться высоких целей будущий следователь Самат Семирбеков. В свои 20 с небольшим отличник учебы свою копилку достижений пополнил еще одним – офицерские погоны из рук президента. Говорят же, у каждого ребенка есть свой герой. И я считаю, что у каждого ребенка первый герой – это его отец, его папа. Мой папа был полицейским, и я всегда смотрел на него и мечтал быть таким же, как он. Когда у меня спрашивали, кем ты будешь, когда мы писали сочинение, моя будущая профессия, я всегда писал, что я буду полицейским. И вот так и получилось. Но, пожалуй, родительский накал эмоций сегодня сильнее даже, чем у палящего солнца. Слезы гордости и радости за своего ребенка не скрывает даже строгий ветеран полиции. Приятно, что глава государства ему лично вручил лейтенантские погоны. Ну, теперь хотелось бы, чтобы он стал достойным офицером. Очень волнительно, очень радостно. Прям вот, вы знаете, аж ком в горле стоит, честно, когда вот имя произносили. По зову сердца выбирала профессию Дана Бахтиярова. Применить свои навыки и знания в борьбе с киберпреступностью готов и Даулет Дусбосынов. Охранять границу страны Ержан Бекбулатов решил еще в школьные годы. Перед каждым из этих ребят сегодня стоят серьезные задачи. Первая задача действительно в рамках сервисной полиции – это человекоцентричная полиция, клиентоориентированная полиция, и которая действительно должна быть в шаговой доступности. И самая главная миссия, чтобы общество было спокойное, безопасное, и они будут, думаю, сегодня достаточно хорошее получили образование, и очень большая для них честь и ответственность получить из рук главы государства свои первые погоны. И я думаю, это навечно, это для них как поставлена цель верно, честно служить обществу и нашему государству. Довольные и счастливые сегодня не только курсанты и их семьи. Подобные мероприятия всегда праздник для всех астанчан и гостей столицы. Вот некоторые, вооружившись смартфонами, пришли запечатлеть президента лично. А есть те, кто воспользовался возможностью и представил свои работы. Похоже, теперь сборник стихов о госсимволах будет часто мелькать на рабочем столе главы государства. Динар Жамбатырова, Ирлан Наурызбаев, Хабар 24. Далее дневная смена. Мой коллега Кайржан Смагулов обсудит вместе с экспертами новые договоренности ОПЕК+ и снижение уровня добычи нефти в 2024 году, а также влияние этого решения на экономику нашей страны. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.